Волонтер Карина Балова из Кабардино-Балкарии сейчас разбирается со своей командой задачи, поставленные спикером форума. Она условно индивидуальный предприниматель, и ей нужно представить свою продукцию инвестору так, чтобы заинтересовать его. Ребята разделились на 3 команды. Эти своего рода соревнования входят в образовательный процесс форума поколения 25-35. Девушка в Ингушетии 2-й раз и уже обзавелась друзьями среди единомышленников-добровольцев. В Ингушетии у меня много друзей, много знакомых именно с форумов, которые проживают здесь. Вообще впечатление от форума очень хорошее, мне очень нравится. Очень атмосферно, если честно. А сами давно уже вовлечены в волонтерскую деятельность? Волонтерскую деятельность недавно. Где-то 1,5 года только занимаюсь волонтерской деятельностью. Там принимала участие в вузовских мероприятиях, во всероссийских мероприятиях. Именно на волонтерском форуме тоже 1-й раз. Заинтересовать спикера из всех 3 команд можно только при наличии привлекательного бизнес-плана потенциального инвестора. Наш герой уже с детских лет имеет свой личный доход. Грубо говоря, с самого детства помогал собирать что-то у нас в поселке, потом начинал это продавать, то есть мне это было интересно. Так я стал предпринимателем, потому что мне просто это нравится, продавать что-то. Я вот открыл магазин электроники, свой интернет-магазин, физический магазин. И мне это нравится развиваться в этом направлении. Быть спикером – это быть учителем, преподавателем, то есть это все вместе. И самое главное – это быть тем человеком, который просто свои знания несет в массы. Я являюсь также индивидуальным предпринимателем, то есть я сам варюсь в этом соку и рассказываю именно про бизнес, как открыть его, про социальное предпринимательство рассказываю. То есть делюсь какими-то лайфхаками полезными. На форуме поколения 25-35 шумно на всех 3 площадках. Около 100 человек, объединенных желанием сделать мир лучше. На деле доказывают волонтеры, люди креативные, целеустремленные и веселые. Все они хотят однажды открыть свое дело, делятся друг с другом готовыми презентациями или просто обмениваются идеями. Так как эти 10 миллионов мы никуда не тратим, и каждый из людей принимает у себя дома. 2 миллиона, кстати, очень мало. Из этих 2 миллионов я беру определенную часть, беру свою же машину, везу их в горы, везу их туда, везу их в кафе. Юлия Василенко волонтерской деятельностью занимается уже в течение 6 лет. Отчасти наша коллега, участвуя в различных мероприятиях, попутно освещает волонтерскую жизнь в родном Нальчике. Но больше всего девушку заботит экологическая безопасность в своем регионе. С ней солидарны и здесь, в Ингушетии. В Ингушетии на форуме 5-й раз, а так я приезжаю в эту республику, у меня уже здесь появились друзья, и это мой 10-й приезд в Ингушетию. И с волонтерами пересекаюсь, да, и я сама волонтер Ингушетии. Исрапил Цичоев, выпускник Ингушского государственного университета, руководитель регионального отделения волонтеров-экологов «Делай». В его организации состоит более 200 волонтеров. В первую очередь поколение 25-35 – это ознакомление нашей республики другим регионам, другим субъектам. Гости, которые приезжают, никогда ни один раз на моем опыте не уезжали, просто всегда им нравится именно наша республика своим гостеприимством, своим уютом и так далее. Они отзываются очень хорошо, и это, соответственно, на сарафанном радио распространяется и в других вузах, и СУЗах, и объектах. Северокавказская школа добровольцев поколения 25-35 – это молодежь из 13 регионов России. Образовательные тренинги по волонтерству, личному росту, ораторскому искусству. Помимо образовательной программы, по вечерам для участников предусмотрена культурно-досуговая программа. Организован форум комитетом по делам молодежи совместно с ресурсным центром добровольства. В первую очередь это информационное освещение волонтерства. Тренеры – это люди, которые на основе добровольчества построили свои компании. Спикеры. Это спикеры, да. Они из других регионов, есть и местные. Они на основе добровольчества построили свои организации, компании, у них они выросли, и они приехали делиться практиками, как это можно сделать. Форум будет длиться 4 дня. Образовательные тренинги, обсуждения и встречи, продуктивные прогулки. Здесь, в Республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи», к этому все располагает. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.